Накануне Международного дня защиты детей в общественной приемной главы Коми прошла прямая линия по вопросам защиты прав и интересов детей, в рамках которой горожане могли получить ответы на все интересующие вопросы. Каждый позвонивший смог проконсультироваться по различным направлениям, касающимся профилактики правонарушений в подростковой сфере, оформления документов, а также аспектов регулирования детско-родительских, семейных и иных отношений. В работе прямой линии приняли участие представители прокуратуры, следственного отдела, отделения социальной помощи семье и детям и территориального отдела ЗАГСа. Формат круглого стола с присутствием многочисленных специалистов позволил объемно и всесторонне обсудить данную тему. На протяжении нескольких лет преступления против несовершеннолетних имеют место быть, в том числе это и насильственные преступления, то есть причинение вреда здоровью разной тяжести, как со стороны несовершеннолетних, так и со стороны взрослых лиц. И имеют место в том числе и факты совершения преступлений в отношении несовершеннолетних в сфере половой неприкосновенности. Рост есть, и в основном против половой неприкосновенности несовершеннолетних преступления совершаются у нас через сеть интернет. Причем выявляются факты, которые совершаются не только на территории города Инты, но и в других регионах Российской Федерации. Поэтому такие дела не становятся такими продолжаемыми, выявляются дополнительные факты и приходится какое-то время их расследовать. Наблюдается рост, это, и в том числе через интернет, я говорю, что это способ совершения этих преступлений. Также совершаются преступления, когда несовершеннолетние участвуют в организованных группах, в хищении денежных средств, где, как правило, не устанавливаются организаторы этих преступлений. И привлекаются также несовершеннолетние, которые проживают на территории города, понимают, что они участвуют в совершении этого преступления, они хотят получить определенную выгоду от объема похищенного и тоже принимают участие. Такого рода у нас есть. То, что мы расследуем, это такого плана преступления. Звонки от горожан начали поступать с первых минут прямой линии. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию, слушаем вас. Здравствуйте. Меня зовут Любовь. У меня следующий вопрос. Я являюсь взыскателем по алиментам, то есть у меня несовершеннолетняя дочь. Естественно, бывший муж оплачивает алименты, то есть у него нет задолженности. Но недавно получила информацию, что он, когда будет на пенсии, может подать встречный иск, чтобы просила мой ребенок. Уже немножко волнуюсь, потому что только что получила информацию. Будет оплачивать алименты в пользу отца. Есть такое право или обязанность, или как? Отвечает старший помощник прокурора города Инты Вертинская Галина Владимировна. Да, действительно, в Семейном кодексе у нас предусмотрено, что дети обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. Обязаны, да? Обязаны содержать своих нетрудоспособных родителей. То есть в любом случае, а если будет задолженность, например, потому что иногда бывает, что Подождите секундочку. Подождите секундочку, я отвечу вам. Значит, эта обязанность действительно предусмотрена требованием семейного законодательства. Но в случае, если такая помощь добровольно не оказывается, нетрудоспособный родитель, в том числе и усыновитель, вправе в судебном порядке взыскать алименты на свое содержание с взрослых трудоспособных детей. То есть это в том случае, если его престарелый отец захочет это сделать и в судебном порядке взыщет эти алименты. То есть такое возможно? Конечно, да. Это предусмотрено законом. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию, слушаем вас. Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос. Летом комендантский час, время меняется или так же остается? Отвечает старший помощник прокурора города Инты Вертинская Галина Владимировна. Комендантский час как таковое понятие в республиканском законе у нас не существует. У нас есть время, в которое дети не могут находиться в общественных местах, в том числе на улице, без сопровождения своих родителей. Время остается то же самое, что и в зимний период,
То есть с 10 часов, после 22 часов несовершеннолетний ребенок не должен находиться в общественном месте без сопровождения законных представителей. Это до утра, да? До 6 утра, по-моему. Ну, Да. до 6. До 6 утра. А если я вот вижу, что соседские дети, где-то это, наверное, пол-11 уже, они без присмотра играют, тем более возле дороги, то куда мне обратиться? Если эти дети длительное время находятся безнадзорные, вы знаете, что это семья, находящаяся в социальном опасном положении, либо неблагополучная, конечно, вам следует сообщить об этом в компетентные органы, либо в органы опеки и попечительства, либо в социальную защиту. В том числе, безусловно. Прямые линии в общественной приемной проводятся еженедельно и пользуются несомненной популярностью. По словам специалистов, такой формат общения позволяет интимцам в течение нескольких минут получить разъяснения в рамках законодательной базы и разрешить любой вопрос. Здравствуйте, вы позвонили на прямую линию, слушаем вас. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, меня зовут Ирина, можно вопрос задать? Да, конечно, слушаю вас. Смотрите, у нас брак с мужем не зарегистрирован, да? Я вот ребенка родила. Можно ли отцу ребенка усыновить его, если брак не зарегистрирован? Установление отцовства предусмотрена государственная пошлина 350 рублей. Будет зарегистрировано рождение и установление отцовства. И сведения об отце будут внесены в свидетельство о рождении, в актовую запись о рождении. Вдвоем нужно прийти с паспортами, да? С паспортами, с медицинским свидетельством о рождении ребенка. И он должен выразить свое согласие на то, что он отец и хочет быть вписанным в качестве отца в актовую запись. Хорошо. Все, спасибо большое. Вот 20 мая, если родилась, срок там какой идет, до какого нам нужно? Ну, вы должны зарегистрировать рождение в течение месяца. Тут 20 июня, да? Да, тут 20 июня вы должны обратиться. Понедельник, понедельник, вторник, среда с 9 до 5, с часу до 2 обед. Так, вторник, среда. Понедельник, вторник, среда с 9 до 5, с часу до 2 обед. Хорошо. Приходите. Все, поняла. Спасибо. До свидания. Обратиться к специалистам за консультативной помощью мог любой желающий, независимо от возраста. Вопросы можно было задавать не только по телефону, но и предварительно направлять в личные сообщения на страницу общественной приемной ВКонтакте. У меня вот такая ситуация, нужны разъяснения. У меня у ребенка папа умер, но в свидетельстве рождения он не указан как папа. Вот что мне нужно сделать, чтобы указать папу в свидетельстве о рождении? Здравствуйте, отвечает начальник отдела ЗАГСа Киселева Наталья Александровна. Но я так понимаю, что рождение ребенка уже зарегистрировано, есть свидетельство о рождении, но отец не внесен в графу «отец», там прочерк. Да. Верно? Вам нужно обратиться в Интинский городской суд с исковым заявлением о признании факта установления отцовства. После этого, после вынесения решения суда, оно через месяц вступает в законную силу, с решением суда, со свидетельством о рождении, с паспортом вы обращаетесь в ЗАГС. У нас предусмотрена государственная пошлина за установление отцовства 350 рублей, 650 рублей за внесение исправлений, изменений в актовую запись. Вам будет выдано свидетельство о рождении с указанием сведений об отце и свидетельство об установлении отцовства. Время проведения прямой линии затянулось. Специалисты отвечали на поступающие от горожан звонки даже после того, как обозначенный час для проведения прямой линии истек. Ни один затронутый вопрос не остался без ответа.